Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Сегодня я продолжаю преподносить образы из якутского богатырского эпоса Олонхо Нюргун Боутур Стремительный. Значит, сегодня я хотел раскрыть образы шаманок-удаганок. Считается, что в древние времена у якутов были женщины-шаманки. Мужчины стали шаманами гораздо позже. И сегодня об образе шаманки-удаганки. Значит, это очень важно, потому что если вы будете в интернете искать информацию о шаманах, об их образах, то эти образы, они неоднозначные, зафиксированные на определенных штампах. Поэтому очень интересно посмотреть, как эпос богатырский показывает шаманок, какие они. Особенность того времени была еще в том, что и богатыри, и богатырки, и шаманки могли превращаться, допустим, в орла, в стерха. Стерха — это журавль такой. В горностая, например, в мышь, если нужно. Нюргун здесь в эпосе превращается в горностая, и в мышь, и в орла. Также шаманка, удаганка. Дивная старшая их сестра, то есть сестра Нюргуна Боутура и второго богатыря. Значит, шаманка Ай-Ы-Ум-Суур повернулась, перекувыркнулась вдруг и обернулась на их глазах белокрылого журавля с клювом граненым, с каменной ножкой, птицей-стерхом стала она. Крылья раскрыла, ввысь поднялась и улетела белой стрелой. Нюргун Боутур сходит в подземный мир для того, чтобы сразиться с подземными духами, с духами зла, с Абаасы. И возникает ситуация, когда один из свирепых духов злых предъявляет счет Нюргуну, говорит, что он нарушил богатырское правило, что вина на нем, и он за это поплатится. И в этом безвыходном положении Нюргун Боутур обращается к своей сестре. Заклинательница 8 небес, врачевательница 9 небес, дорогая сестра моя, удаганка Ай-Ы-Ум-Суур, одним отцом мы с тобой, матерью одной рождены. Заклиная, вспомни меня. Если ты далеко, будь близко теперь. Поспешай, лети, защити светлую душу мою, стань опорой моей беде. То есть, помните, я говорил, что Нюргун Боутур рожден от крови божеств. Также его сестра, шаманка, удаганка, она рождена от божеств. Одним отцом, Юрюмкан Артайоном, и одной матерью, Адинга Сеер Хатун. Не успел Нюргун Боутур заклинание произнести, не успел дыхание перевести, блеснула молния, грянул гром, такой раскатился треск, будто раскалывалась гора, дрогнула на опорах своих заколдованная страна, сплеснула волны свои высоко, моря огненного глубина. В разрыве туч с высоты небес брызнул ослепительный свет, словно падающая звезда, рассыпая искристый след, рассекая воздух острым крылом, опустился небесный орел Баар-Диагыл. Серебряным 8-ветвистым хвостом, подобным 8 полосам, раскинутого широко монгольского большого шатра, летел небесный орел на огромных серебряных крыльях своих, подобно берестяным полосам со стены большой у росы. Белые звенящие перья орла блестели, как боевые мечи, с головой, как кумысный чан, молнии глазами меча. Выпустив блестящие когти свои,
как 10 коз горбуш. Опустился шумом орел на темя крутой скалы, на 9 лиственниц вековых, сел на верхушки их, когтями их под себя подмяв, сел похожий на белый костер и устремил свои немигающие глаза на оборотня подземных глубин, исполина о 3 тенях, Эсех Хар Быара, богатыря, Ади-Арая сын. Вот этот орел, это и есть шаманка, удаганка. Но вот этот дух зла хохочет, мычит. Кто это, типа, к нему примчался? Какая женщина-госпожа примчалась ко мне сама? А кругом клокотал, бушевал огнереющий море простор. Подымались мутные волны ввысь, открывалась черная глубина, готовая поглотить того, кто в нее упадет. То есть вот в такой ситуации оказался Ниргун Баутур. Не серебряный небесный орел, а звенящая серебром колдовских подвесок своих, сверкающая драгоценным шитьем, в одежде шелковой бахромой, с мерцающим на груди золотым эмегетом своим. Эмегет – это шаманский знак такой. Солнцем железным блестя, бубенчиками звеня, заклинательница 8 небес, врачевательница 9 небес, удаганка Ай-Умсуур, голосом звенящим своим, запела заветную песнь, заклятие говорить начала. И вот дальше шаманка Ай-Умсуур произносит свое заклятие. Здесь еще будет один способ передачи силы. Первый способ передачи небесной силы. Вы помните, когда я говорил о питании материнским молоком, молоком богини. Вот. А теперь другой способ будет. Слушай, смотри, душу твою укреплю, силу удесятерю. Это я заклинаю, это я обладаю непобедимыми чарами слов. Удаганским тайнам обучена я, могучей старшей моей сестрой, Ай-Исыт Хаган. Одежда, сверкающая огнем, тревожно взывающий бубен мой, стаежное озеро величиной, с брекунцами на крестовине своей, с бубенцами серебряными кругом. Бубен мой, украшенный конским хвостом и орлиной головой, мне вручили братья мои, солнцерожденные богатыри. Красное, как огонь, священное одеяние мое, драгоценное облачение мое, сверкающее, мелькающее в окружении вихревом, в плавно качающемся кюнгесе, где солнце горит, где луна блестит. На меня надели сестры мои, белые удаганки небес. Весело скачет мой пегий конь, белым облаком в высоте, белокаменная блестит. Двурогая шапка моя непрерывно гулко гремит, бубен четырехугольный мой. В гулкую кожу сама собой бьет колотушка моя, заклинательница небес, заклинаю я. Видите, как интересно описание ее одеяния. Священное одеяние ее красного цвета, сверкающее, мелькающее. Вот и бубен, четырехугольный бубен, большой, как могучее озеро. Дар, который мне дал для тебя, грозный бессмертный, вот для Сегей, сгусток силы. Солнечный желтый сок, заключенный в утиное яйцо. Кину я тебе, ты его на лету поймай, проглоти, не пропусти мимо рта, и тогда мы с тобой устоим, победим, дорогое мое дитя. То есть, видите, сражение идет богатыря Ниргуна с подземным духом зла. И силы богатырской его, можно сказать, не хватает, и нужна небесная сила. Эту небесную силу
его старшая сестра Удаганка передает в виде утиного яйца, а в этом утином яйце заключен солнечный желтый сок. Небесная благодать. Дорогое мое дитя, пропев заклинание, она бросила богатырю, будто утки Гоголя, яйцо. Желтый небесный сок, сгусток силы, солнечную благодать, прямо в рот Нергуну, попасть норовя. Богатырь ртом поймал на лету божественный дар сестры, проглотил и в теле своем ощутил десятикратную мощь. Новой силой наполнились мышцы его, усталости как не бывало в них. Окрепшие сухожилия его напряглись, как струны звеня. Выступили на шее крутой желваки затылочных мышц, будто синего огня языки, слетали с его лица, огневым лучом засверкали глаза. Окреп утомленный дух, прежняя твердость вернулась к нему. Воспламенилась в его груди воинственная душа. Увеличился ростом он, расширился грозно в плечах. Устрашилась шаманка подземной тьмы, закружилась она, завыла она, затянула дикую песнь свою, заклинать, колдовать начала. Вот эта подземная шаманка черная, она помогала этому духу зла. И она начинает здесь свое дело. Это черная подземная шаманка. Вот она, значит, совершает свое, так сказать, свое действие черное. И Нергун летит в море, в гремящий прибой, в кипящую глубину. Вверх ногами летел он, низ головой. Но мгновенно Ай-Умсуур, великая чародейка небес, огромными подставила бубен свой. В бубен упал Нергун Боутур. Остался он невредим, напрасно расторглась под ним кипящая круговерть огненной глубины. Сомкнулась водная пасть, вздулась голодной волной, отхлынула тяжело. Вот дальше, значит, Боутур этого злыдня, Адьярая богатыря, бросает в бездну в эту. Вот, и здесь происходит следующее. Вот эта вот черная шаманка подземная, того подземного мира, вот, она, значит, ударила ладонь в ладонь, поставила бубен свой с подземное озеро величиной, чтобы подхватить на лету падающего богатыря. Ну, богатыря подземного мира, злого богатыря. А не тут-то было. Ай-Умсуур дохнула жарким дыханием своим, продула дыханием огневым, прожгла она в бубне дыру. То есть, видите, если бы вот эта черная шаманка поймала этого злого богатыря, он бы опять мог начать биться с Нергуном. А так Удаганка дыру в бубне прожгла. Такое горячее дыхание у нее было. Порожденный воинственный век, богатырь подземной страны, сквозь прожженный бубен сестры своей пролетел и рухнул в водоворот, в кипящую глубину, сомкнувшуюся над его головой. То есть, вот, совершилась победа. Когда Нергун увидел эту победу, он восторжествовал. Вот это одна. Так. Вот и дальше шаманка Удаганка, заклинательница 8 небес, врачевательница 9 небес.
Умсур Удаган, огненными глазами блестя, выкормышу своему младшему брату-богатырю, то есть Ниргуну, молвила такие слова. «Гляди и внемли, как зеница ока ты для меня, как десна моих белых зубов. Трудно мне расстаться с тобой. Взлелеянное мною дитя, великим ты вырос богатырем. Горжусь, любуюсь тобой, на зов твой примчалась я. Бросила место свое в ту пору, когда, по воле владык трехъярусных белых небес, поставлена была охранять восьмигранный прозрачный кристальный столб, твердыню опорную трех миров. Я поставлена там была заклинаниями охранять незыблемость опоры миров, чтобы не шаталась она, чтобы не колебалась она. От качания подземных глубин, от грохота непрерывной борьбы. Это священное место свое самовольно бросила я. Для того, чтобы тебя спасти, боюсь, на меня за вину мою будет гневаться древний Одун-Хаан. Будет под стражей меня держать. Но если опять, дорогое дитя, в беду попадешь, ты меня призови. Как бы я ни была далеко, я услышу и прилечу. Чем бы я ни была занята, все оставлю, примчусь, появлюсь, быстрее падучей звезды. Укрою тебя от любой беды. Я такая. Где появлюсь? Я неспроста мой приход. Не зря. Широк мой шаг, глубок мой след. Высок мой лед. Расстояний нет для меня. Расстанемся, мне пора. Ступай вперед, не бойся преград. Не знай никаких помех. Долгий век живи, беды не страшись. 3 долгих века живи, будь невредим, надолго прощай. Трижды Умсур поцеловала его, брата младшего своего, а потом Ниргун разглядеть не успел, как превратилась она в стерха белого журавля. Видите, еще одно превращение. То она орлом пролетела, а сейчас стерхом улетает. С клювом, с красными ножками, с клювом граненым, с темными дужками на глазах. Звонким голосом прокричав. Шумно птица-стерх поднялась, в высоту стрелой понеслась и растаяла облачком снеговым в блистающей синеве. Так, и еще вот эпос говорит о том, что вообще могла шаманка Удаганка вот в лице этой Умсур, что она могла совершать. Вот. На колени словом одним подымала, бывала я, это она сама себе говорит, мертвецов пролежавших по 9 лет, чьи в могиле сверху тела на 3 пальца плесенью обросли, чьи на 6 пальцев снизу тела промокли, гнилью пошли. На ноги подымала я, пролежавших 7 лет под землей. На призыв мой убитые богатыри, по 3 года лежавшие под землей, с кликом вздымались на бой. Вот. И дальше она... своего еще одного брата спасает. Юрюнг Вуалана богатыря, скачущего на мотыльково-белом коне. Он тоже там попадает в беду в подземном мире. Обманом его туда завлекают. И вот она своими заклинаниями вытаскивает его оттуда. Она его вытаскивает арканом, сделанным из волос. Заклинательница 9 небес, врачевательница 8 небес, умудренная тайнами 3 миров. Удаганка Умсур, старшая заботливая сестра богатырей спасенного из подземных глубин, вытащенного на волоске брата младшего своего, радостно обняла, троекратно поцеловала его.
так что на нежных его губах выступила алая кровь. Насмотревшись на братика своего, нарадовавшись, что он жив и здоров, она, обращаясь к нему, красиво и разомкнула уста, открыла сверкающей белизной ровно растущие зубы свои. Вот, и сказала ему слова. Она ему пророчествует, продолжит и не слушает. И опять идет биться со злым богатырем, из-за которого он оказался в подземном мире. Вот, образ шамана Кудаганок, видите как, они знали тайны трех небес. Они были врачевательницами этих небес. Вот они были рождены от небесного Отца и Небесной Матери, от Золотого Деда, Золотой Бабы, от Юрюнка Артайона и Адинги Сейр Хатун. И видите, тоже у них, вот как они, у них нет никаких закрывающих их лица, там, масок. Они приходят с сияющими ликами, лица их светятся небесным светом, в руках бубен с колотушкой. И оружие основное их – слово заклинания. Вот о чем я вам хотел сегодня рассказать. Я думаю, вам будет интересен образ шаманок из богатырского эпоса Улан-Хо. Благодарю вас за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Оценивайте видео, задавайте вопросы, пишите комментарии. Очень интересно, как допустим, тема Улан-Хо отзывается в ваших сердцах, в вашем сознании. Может быть, что-то непонятно. Это очень глубокая культура. Сам эпос Улан-Хо, чтобы его понять, сознанием охватить, это надо большой труд произнести. Я по мере возможности, по мере, так сказать, осознавания его буду преподносить вам разные образы из этого эпоса. Напомню вам, что Улан-Хо, слово Улан-Хо, я имею в виду слово, запечатленное в Улан-Хо, это сила божеств, это сила духовного света, это сила духа. И оно открывает тайны разных миров, небесного, среднего мира, подземного мира. Вы можете к этим тайнам приобщиться. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана». До встречи, друзья.